Сегодня, 15 июля 2001 года, 18 часов 30 минут по московскому времени, в селе Чири-Юрт Шалинского района Чеченской Республики с использованием видеозаписи ведется беседа с очевидцами и родственниками мирного жителя села Чири-Юрт, который был ранее задержан российскими военнослужащими и до сих пор считается пропавшим без вести. Представьтесь, пожалуйста. Год рождения ваш? 1953 января. Киргизская ССР. Где вы живете сейчас? Чили. Кто вы по национальности? Чеченец. Кем вы приходите к пропавшему? Троюродный брат. А вот рядом с вами сидят, представьте их, пожалуйста. Брат его, мать, отец, Жена. двое детей, и жена. Назовите, пожалуйста, полные фамилии, имя, отчество пропавшего. Вахид Ахьярович, 53-го года рождения. Асхабов Вахид Ахьярович. Ну, по паспорту он чуть измененный, Вахид Ахьярович. Какого он года рождения? 63-го. Кто он по национальности? Чеченец. У него образование было. Средний. Кем он работал? Шофером. Он когда-нибудь принимал участие в боевых действиях? Никогда. Он женат, у него двое детей. Вы не могли бы подробно рассказать, когда, вот в какое время суток это произошло и как, при каких обстоятельствах? Это было Число 12 мая. Марта. марта. Какого года? Этого года. 2001 года. 2001 года. Где Он он? разбрасывал на лоб. Примерно время суток. Это 3 часа дня. 3 часа дня. Примерно 4 месяца. Где он Вот здесь находился? в огороде, находился в огороде, занимался хозяйством. Разбрасывал на лоб. В это время Шла колонна. И колонна прошла, не знаю, то ли они сами это взрыв сделали, то ли умышленно это сделали. Наверное, Но раздался взрыв, да? да. Взрыв, может быть, и взрыв пакет был. Но никто не был ранен, никто не был убит, Никаких повреждений. никаких повреждений, даже... А колонна? Что за колонна? Нам не объяснили эту колонну. Это военная колонна была? Военная колонна шла с Борзоя до Харьковы. И эта колонна нам после объяснили, что она погрузилась до Нижнего Новгорода. Уехала. Колонна. Они направлялись откуда и куда? С Борзоя до Харькова. На сторону Ханкалы, да? Вот на этом посту стояли ребята, и я, здесь смотрели, подошел и сказал, давайте, ребята, догоним колонну, любую сумму заплатим. Они нам сказали, что можно в Горову поселку. То есть вот расскажите подробно, вот раздался взрыв, а затем что? Колонна остановилась, колонна стояла, эти несколько бронетехники здесь остановились, стояли. рядом с вашими воротами? Ну, вот на дорогу, На дорогу. 15-20 дорога уже, это трасса. И что? Там колонна, основная колонна уехала, а тут стояли эти 2-3 машины. И, бронетехника. В этот момент гуманитарную помощь давали. Тут много народу было. Вот военная колонна. И в этот момент раздался там взрыв. И откуда все поускакивали, прям с огорода заставили перелезть через 2 ограды и забрали его там. И, между прочим, там сидела одна женщина пьяная. Где? В этом колонне. Русская женщина? Кричала, зачем вы с ним возите, пристрелитесь на месте. И дом разнесли к чертовой матери. Ей слава. То ли медсестра была, то ли не знаю. Я был очевидец этого. То есть, знаешь, его скрутили, посадили. Отправили через 2 поднятыми руками и забрали все. Во что были одеты военнослужащие? Камуфляж, военная форма. Какого цвета? Вы знаете, полевая форма была. Цвет зеленый или голубой? Зеленый. А они грязные, их не разберешь. А сколько единиц техники было?
Это большая колонна. 50-60 единиц было. Все БТРы или... Нет, танки перед- были. это, скорее всего, колонна, ну, там, И зенитки были, и Уралы грузы были. возят, там, в основном, спецподвоз, получается, типа такого. А вы не заметили хотя бы номер какой-нибудь? Они были все ну, как это, грязь дома. Замазано грязью? Ну, после этого мы спрашивали там и там. Ну, Это можно было очень просто узнать. Каждая колонна, вот эта вот проходящая колонна, здесь фиксируется. Регистрируется на блокпосту? Колонна регистрируется, здесь остановились, зарегистрировались и уехали. на этом посту сказали, если надо будет, вам скажут в комендатуре. Потом тогда обратились, потом они, наоборот, что вам не сказали номер колонны, то все вот, типа такого. Даже номер колонны нам не дают. Вы куда-нибудь обращались? Обращались. Мы во все инстанции обращались. Заявление подавали Да, куда-нибудь? заявление. Вы получили ответ? Мы подаем заявление, каждый вот меняется, вот это, через 3 месяца меняется должностное лицо, и каждый раз мы должны писать заявление. Куда именно вы подавали? Шаленский, Прокуратуру? прокуратуру, комендатуру, Грозный. Грозный, Коломанову подавали, Вы получили ответ хотя бы пока еще. с одной? Ну, там типа вроде, что ищем, следствие ведем, что еще. Нам Ничего дают такого списки особенного. те, которые мы подавали в Гудермеске, ну, сейчас у нас столица в Гудермесе пока. Мгм. Нам ответ отсюда идет, вроде бы, ищем. Те, которые мы списки подавали, народ, вот эти списки оттуда выносят и нам подают. Он в списках где-нибудь числится? Не- Не было его, да? Значит, выходит с самого марта месяца по сегодняшний день, а сегодня нам уже середина, и на 15 июля у вас нет никаких известий о нем? Нет. Абсолютно никакой Даже информации. где он находится? Ничего мы не знаем. Кем был задержан? Вообще Посмотрите ничего. на это здесь. Сколько лет? Ему 7. Пожирать это где можно было? Просто ради удовольствия забрали ни в чем не повинного человека, да? Не знаю, кому от этого удовольствие, но забрали по сегодняшний день никого. У нас день такой денег, что будет. Каждый день Грозно ездить. 100 рублей. Откуда работать?